Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu. Всевышний Аллах сказал: «Вала юбдина зинатахунна». Пусть они, женщины, не показывают на показ свои прекрасы. Не нужно показывать. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. Пускай не смотрит мужчина на аурат мужчины, и пускай женщина не смотрит на аурат женщины, говорит пророк алейхиссалам. Поэтому, если даже женщина особенно, девушки, выставляя вот фотографии без головного убора, открытыми, полуголыми, этим самым мы как бы получаем харам, грех, как бы даже может из-за незнания, но сколько людей, сколько миллион людей посмотрят на эту фотографию, за это ты будешь получать грех. За это эта девушка будет получать грех. И разницы нету, мужчины тоже там, когда качаются, там свои бицепсы показывают, выставляют фотографии, это тоже харам. Разницы нету, это тоже запрещает шариат. Вот можно привести историю, которая произошла с Асмой. Однажды Асма, дочь Абу Бакра, радийаллаху анха, на которой была тонкая прозрачная одежда, она зашла к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляма. И когда она зашла к пророку, алейхиссалату вассалям, пророк, алейхиссалату вассалям, сразу отвернулся от нее и сказал: «Я Асма, إذا بلغت المرأة المحيضة لا يحل لها أن يظهر منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه». «О Асма», сказал пророк, алейхиссалату вассалям, когда девушка достигает совершеннолетия и у нее начинаются месячные, ей недопустимо выставлять на показ что-либо, и указал пророк, алейхиссалам, кроме овала лица и кистей рук. Вот поэтому нельзя ни в коем случае. Вот условия хиджаба тоже в конце хочу вот привести, какой должна быть одежда у женщин. У женщины должна быть одежда, чтобы, конечно, закрывала весь аурат, чтобы не открывала, кроме овала лица и кистей рук, чтобы остальное все тело было закрытым. Женская одежда должна соответствовать как бы стилю, традиционному стилю женской одежды. Она не должна быть похожа на мужскую одежду. Пророк, алейхиссалату вассалям, проклял. Ла'ана Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял: «Ар-раджула ялбасу либсат аль-мар'а, валь-мар'ата талбасу либсат ар-раджули». Абу Хурайра, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял мужчину, который одевает женскую одежду, и женщину, которая одевает мужскую одежду. Поэтому одежда женская, она должна быть женского стиля, и точно так же мужская одежда, она должна быть мужского стиля. Потом, женщина, ни в коем случае одежда не должна быть просвечивающим. Она должна быть свободной, чтобы не подчеркивала изгибы фигуры. Вот такие критерии, вот такие условия у одежды женщин. Вот поэтому, когда наши жены, наши сестры, наши дочеря выходят на улицу, мы должны обращать внимание, каким образом они выходят на улицу. Вот особенно мужчина, к мужьям хочу обратиться. Неужели в сердце нету хоть капельки ревности? Хоть капельки ревности? Рядом жена полуголая. Вот в прямом виде полуголая жена, и муж, называемый, вместе ходит об руку. По парку можно вот в город выйти и увидеть таких, сколько хочешь. И как бы голову тоже поднял высоко, гордо, и ходит со своей полуголой женой.
И не обращай, не думай, что посторонние мужчины смотрят на ее жену. Это же каким должен быть мужчина? Какое сердце должно быть у мужчины? Хотя бы чуть-чуть ревность должна быть у мужчин. Дай Аллах нам тауфик, чтобы мы все то, что мы на этом мире живем, и наша одежда, и наш образ жизни соответствовал шариату.